Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Eferde gönül-gönülden yayınımız ve bugünkü mevzumuz bizim halkımızga, kardeş halkı olgan Azerbaycanlarga bağışlanacak. Ve bugün biz Karabağ'da yüz bergen vakalarını müzakere edeceğiz. Programımızın misafiri, hukuk ilimleri doktoru, Azerbaycanlar diasporası adlı bütün Ukrayna Cemaat Teşkilatı'nın reisi Hikmet Javadov. Selam aleyküm Hikmet Bey. Алейкум салам. Хикмет Бей, в Азербайджане, между Азербайджаном и Арменией снова война, гибнут мирные люди. Давайте начнем с истории. Кто проживал на территории Карабаха? Территория Карабаха, так же и как другие оккупированные территории Азербайджана на сегодняшний день, всегда являлись землей турков. Там в протяжении нескольких веков существовали несколько государств, также и в других местах, вы знаете. И скажем, влиянием Османской империи там государства были, и были времена, что Персидская империя как бы руководила этими местами, там, как бы ханствами. Были сефевиты, естественно, знаем последние там, столетия, если посмотреть, и Российская империя оккупировала эти территории. На самом деле, слово даже Ереван, если взять, слово Ереван от слова Раван. Там был Раван-хан, это было турское ханство. Раван-хан основал это ханство. И после, значит, войны между Турцией и Россией, на то время, как мы Османской империи, скажем, и Российской империи, эти места несколько раз передавались как бы друг другу, оккупировали у друга. В 1828 году, когда Персия воевала с Россией, южную часть Азербайджана, оставили Персию у себя, а восточную часть, вернее, северную часть Азербайджана как бы оккупировала Российская империя. Так и разделили тогда Азербайджан на две части. Знаете, что столицей Азербайджана тогда являлся город Табриз, где наши соотечественники сейчас живут. На территории Ирана сейчас более 30 миллионов азербайджанцев. После чего, того, как Османская империя еще воевала с Европой, вы знаете, там были проблемы с местными армянами, и из территории Османской империи, из территории, Персидской империи, как бы переселяли армян на эту территорию. Там изначально численность народа была больше, естественно, турков, но после того, как Россия выиграла войну с Турцией, естественно, там на границе с Ираном и с Турцией создала свое, скажем, такое государство, которое назвали Арменией. Это и Армения еще в 1918 году, когда в Азербайджане был объявлен и создан Азербайджанская демократическая республика, более широкими, скажем, регионами, землями. И во время СССР несколько раз делили территорию Азербайджана, якобы мы, являясь братскими государствами, дарили вместе с населением и как бы Армении. И вот в течение 70 лет несколько раз вот так территория Азербайджана. Можно взять и Зенгезур, и, скажем, другие части, которые просто дарили эти земли, создавая это государство, как называемое Армения. В начале, в конце, вернее, 20 века, где-то в 88-89 году, те армяне, которые жили в Нагорном Карабахе, они обращались, в Москву, чтобы Нагорно-Карабахскую как бы область Азербайджана, чтобы отняли от Азербайджана и присоединили к Армении. Естественно, тогда никто этим не согласился. И как только объявили, независимость этих государств, как только распал Советский Союз,
начали там с помощью, с теми армиями, которые были в Азербайджане, советскую армию имею в виду, которую мы изгнали из нашей территории, так как в государстве, которое объявило независимость, не должна быть армия другой страны. С помощью теми же военными они оккупировали, значит, Карабах и изгнали оттуда местных жителей, азербайджанцев. Они на этом не остановились, оккупировали еще 7 районов, которые не прилагаются к Горному Карабаху, этому региону. И оттуда тоже изгнали после оккупации где-то 650 тысяч азербайджанцев, которые сейчас в Азербайджане живут в статусе беженцев. И с территории Армении также были выгнаны азербайджанцы. Если даже посмотреть на слово «Карабах», вы знаете, что это турецкие слова. Карабах – это черный сад, который даже название места указывает на то, что это как бы турецкие государства там были, но имею в виду Азербайджан. И на сегодняшний день эта оккупация продолжается. И в Азербайджане более 1 миллиона беженцев. Естественно, мы, азербайджанцы, азербайджанское государство, официальная власть, уже 27 лет всеми путями хочет разрешить этот вопрос мирным путем. Есть 4 резолюции Совета Безопасности ООН, в которых четко написано, что все эти военные формирования должны покинуть территорию Азербайджана, и Азербайджан, после чего, значит, был готов дать высокую автономию региону, и армяне там могли жить, и наши вернуться на свои исконные как бы земли. И вот 27 лет нас кормят этими заявлениями. Естественно, вы знаете, что за этими оккупациями стоят какие политики, в общем стоит какая политика, какой империи. И после 27 лет вот таких неудачных, скажем, переговоров, которые все время срывалось со стороны Армении, были несколько провокаций. Это в 2016 году было, значит, в июле этого года в другой зоне границы, в Тавузовской. И в сентябре также эти формирования военные стреляли, обстреливали наши, значит, населенные пункты. Вот Азербайджан, уже можно, вот есть у украинцев такое слово «досыть». Уже как бы это все надоело ждать. И со стороны врага каждый день как бы провокации видеть и так далее. И на контрнаступление пошла наша армия. Вот нынешняя эскалация конфликта, она все-таки неожиданная или спланированная? Почему сейчас конфликт вспыхнул? Во-первых, нужно обязательно отметить, вот без всякого, скажем, там, про норм там, международного права и так далее, взять сначала, что думает народ, азербайджанский народ. Азербайджанский народ терпеливо ждал, терпел это все уже 27 лет. 27 лет, представьте себе, 1 миллион беженцев. Которые просто знали, да. Естественно, для крымских татаров этническое число, как бы, понятно, лучше, чем другим, так как мы знаем, что это не первый раз было в 2014 году. До этого тоже в 20 веке тоже был. Ну, дело в том, что и народ уже не может терпеть это все. Во-вторых, правительство, еще раз говорю, 27 лет ждет выполнения, значит, этих резолюций Совета Безопасности ООН. 4 резолюции в 1993 году, значит, были приняты. И каждый раз Армения какими-то предлогами уходит, убегает от договоренностей, значит, организовывает какие-то, скажем, провокационные акции и так далее. После того, как Николь Пашинян, значит, премьер-министр Армении, прибыл на оккупированную территорию Азербайджана, и после выборов, в кавычках, скажем, естественно, не эти выборы, никем не признанная страна не является субъектом международного права. И они, значит, там танцевали, радовались, после чего, как Пашинян объявил, что Карабах – это Армения. И он этим уничтожил весь процесс переговоров, потому что как можно дальше договариваться, если руководитель страны
у нас в территории, объявляет нашу территорию территорией Армении. Он не просто туда приходил, это тоже, я вам сейчас некоторые детали расскажу, это была очень большая провокация со стороны Армении. Он приехал туда с супругой, после чего супруга еще в военной форме с автоматом участвовала в военных учениях на территории Азербайджана. Та сторона, Армению имею в виду, которая говорит про мирное регулирование этого конфликта, у нас на территории вот это объявляет, ходит с автоматами, фотографируется, выставляет везде, говорят, вот мы в учениях участвовали и так далее. Вот как можно это все терпеть? Кроме этого, 7 сентября со стороны оккупированных территорий обстреливали наши населенные пункты. В результате несколько мирных жителей погибло. И отправляли диверсионные группы в Азербайджан для того, чтобы они там совершали какие-то террористические у них планы были, и которые были задержаны со стороны пограничников Азербайджана. И это все было очевидно видно, что Армения провоцирует Азербайджан, думая, что этим может поднять вопрос, объединения, там, скажем, или присоединения, вернее, Нагорного Карабаха как бы Армении. Азербайджан ни в коем случае не даст возможности ни Армении, ни другим странам, у которых там есть какие-то, скажем, свои интересы, чтобы 1 квадратный сантиметр даже мы оставили у врага. Мы всегда в истории воевали за свою родину, за свои земли. Все знают, что в этом вопросе турецкие народы никого не простят. И все знают, что и крымские татары вернутся на свою родину. Все знают, что и азербайджанцы вернутся туда, в Нагорный Карабах и в эти 7 районов. Мы всегда с соседями нормально жили. И никогда Азербайджан не претендовал ни на какие территории, скажем, соседов. Ну, это не только с Азербайджаном. Вы знаете, что Армения претендует на земли и Турции, Турецкой Республики, и Грузии, и так далее. Да? Есть, международная организация ООН, куда все эти страны после объявления независимости вошли со своими границами. И Украина, и Азербайджан, на сегодня и Грузия, и Армения, другие страны. Всемирное сообщество в рамках международного права поддерживает нашу территориальную целостность. Также поддерживает территориальную целостность Украины вместе с Крымом. Естественно. А результатов-то нет, поддерживать да, вот можно. в чем вопрос. Результата ведь вот нет. По поводу результатов. Мы вот эти результаты 27 лет ждали. И Азербайджан, вы знаете, в регионе самая сильная страна, имею в виду в Кавказе. И среди стран СНГ в Азербайджане армия занимает 2-е место среди этих стран по мощности. Естественно, мы готовились, естественно, мы развивались, дали возможность, шли на уступки, чтобы этот конфликт решился без войны. Но сколько можно ждать? Мы же не можем сидеть еще 27 лет ждать, пока наша территория под оккупацией. То есть планируется большая война? Война уже началась, но еще раз скажу, это очень важно. Война идет на территории Азербайджана. Нагорный Карабах тоже, этот регион, вы знаете, общепризнанная всеми государствами, мировым обществом территория Азербайджана. Но наша армия еще до Нагорного Карабаха не дошла. Дай Бог, мы, иншаллах, и туда дойдем, и наши земли вернем. Еще война идет на территории Азербайджана в этих 7 районах, которые якобы создана была как буферная зона. Вот этот план буферной зоны, вы знаете, было создано изначально, потому что и в Украине тоже были такие планы по поводу оккупации Харькова, если вы помните, во время войны, Одесса, Херсон, Николаев и так далее. Да? В Украине это не получилось сделать. Получилось только в ЛНР и ДНР это сделать, как в кавычках никем не признанные, да, эти, скажем, государства, в кавычках их назовем. Также это является аналог НКР. Это одно и то же сценарий, как будто писал один человек или одна и та же держава.
Так что, так как мы считаем наши как бы земли азербайджанскими, также считаем и Крым, и другие оккупированные территории, где развивается сепаратизм, территории Украины. На сегодняшний день и Украина на официальном уровне поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и Азербайджан поддерживает, естественно, территориальную целостность Украины. Хорошо, давайте поговорим о России. Почему Россия не торопится с действиями, с высказываниями по Карабаху? Знаете, когда карабахский вопрос был 27 лет назад, это был первый случай, скажем, такая, которую все обсуждали и думали там по поводу самоопределения там, и так далее. И люди еще смотрели на этот случай как первый экземпляр и думали, откуда вы подаете к этому вопросу, что там происходит и так далее. Но прошло время, увидели, что точно такое же сценарий было записано написано для других держав. Почему сейчас Россия не входит в в эту войну? Во-первых, есть устав ООН, где 51-я статья дает полное право Азербайджану, где написано, что все державы, которые входят в ООН, имеют право защищать свои территории и восстанавливать территориальную целостность. На Россию, по-моему, это не распространяется. Да. Если смотреть на ее действия. Азербайджан уже 27 лет об этом говорит. Наш президент, господин Ильгам Алиев, во всех международных организациях выступает и так далее. Всем эта проблема известна. И все признают, что это территория Азербайджана. Россия является союзником Армении. Это ни для кого не секрет. Даже просто взять, посмотреть голосование про аннексию Крыма, все увидят, что за что голосовала Армения. Армения голосовала за аннексию Крыма и всегда поддерживала сепаратизм на территории Украины. Азербайджан, вы знаете, что против аннексии всегда было и будет поддерживать территориальную целостность Украины. Так, вернемся к тому, что почему Россия туда не может сейчас войти. Если взять международное право, да, естественно, не имеет права и так далее, но они в одной организации, в ОДКБ, знаете, есть такая организация по поводу коллективной безопасности, где написано в уставе, что они имеют право вмешиваться в это дело, если у одного из членов этой организации, стран, имею в виду, на территории что-то будет происходить. Так как это все происходит на территории Азербайджана, они не имеют права войти в это дело. Есть здесь фактор Турции. Знаете, Турция, вы знаете, что поддерживает Азербайджан, и это есть самое главное государство турецкое, такое, которое, имею в виду, как главное, лидирующее. И Турция объявила, что если кто-то из третьих стран, скажем, да, из третьих стран, кто-то заявит из лидеров или войдет физически, будет участвовать в этом конфликте, Турция будет поддерживать Азербайджан. Иными словами, можно сказать, что Турция сказала, что вы будете видеть перед собой и Турцию также. Вопрос еще актуален из-за того, что именно этот момент. Турция сразу находится почти рядом зоны конфликта. Это недалеко, чтобы там Турция где-то там в Туркменистане или где-то кого-то поддерживала. Это сразу вот эти территории почти граница с Турцией. То бишь поддержка Турции может быть там мощной. С другой стороны, и Россия, и другие страны, которые уже получили еще давление международных организаций, понимают, что этим они поднимут еще вот эти замороженные конфликты, активизируются. Может быть из-за этого. Но из-за того, что на территории Армении есть военная база России, 102-я военная база, еще ничего не известно. Я вам скажу, что на сегодняшний день не вмешивается никакая страна. Но Армения всяческими путями хочет втянуть в этот вопрос Россию. Есть давление, есть их выступления. Вот представьте себе, Николь Пашинян звонит всем лидерам стран и просит помощи. Один из самых мощных диаспорских, скажем, этих влияний, да, в мире, армянское имею в виду, это во Франции, вы знаете. Макрон звонит и хочет остановить эту войну и поддерживает сепаратистов. Например, мы спрашиваем, а если, например, в каком-то городе, в районе Франции, возьмем, например, да, там часто говорю, Марсель, какие-то военные группировки там
объявят какое-то сепаратистское, скажем, государство, да, скажем. Макрон будет сидеть ждать, что скажет ОБСЕ, там, не знаю, Минскую группу будут создавать, или будут ли ждать, что он скажет, или 27 лет будут ждать решения этого вопроса. Нет, они сразу решат с помощью своей военной мощи вот этот вопрос у себя на территории. То бишь Россия или другие страны, никто не имеет права вмешиваться в этот конфликт, так как Азербайджан у себя на территории очищает свои территории от террористов. Раньше было озвучено со стороны Азербайджана, что такое условие, что мы готовы были, имею в виду государство, дать высокую автономию Нагорному Карабаху. Президент объявил, что мы населению, которое там живет, и армян тоже имели в виду, смотрим так, как на своих граждан. И мы готовы дать высокую государственную гарантию на безопасность этих людей и развивать этот регион, но в пределах азербайджанских границ, да, имею в виду, если они согласятся, вот эти военные группировки уйдут, остановят террор на территории Азербайджана, и мы будем развиваться вместе. Они говорят, вот вчера я выступал по телеканалу, Рубен, главный редактор какой-то газеты из Еревана, и говорит, мы там хотим создать второе, говорит, армянское государство, так как, говорит, у арабов есть там несколько государств и так далее. И эти люди, им даже не стыдно объявлять то, что они хотят развивать терроризм и сепаратизм у нас на территории. Мы этим не согласимся, и я на сегодняшний день не знаю, какие последствия могут быть, потому что азербайджанская армия пошла на контратаку и наступление. И я думаю, что мы с помощью Аллаха в ближайшее время освободим наши территории, и все азербайджанцы в мире поддерживают в этом. И азербайджанское государство, и мы готовы под руководством главнокомандующего идти воевать за свои земли. Потому что это для нас вопрос национальной чести. А вы не исключаете кулуарные договоренности России и Турции по Карабахскому конфликту? Знаете, какие-то... Я даже об этом думать не хочу, потому что я настолько доверяю нашим турецким братьям. Я не думаю, что Азербайджан и азербайджанцы могут быть предметом каких-то договоренностей или каких-то, скажем, в других регионах ради какой-то уступки договоренности. Я не думаю, что Турция, Сайын Эрдоган мог об этом вообще думать. И мы на сегодняшний день, если никто не будет вмешиваться, своими силами вернем свои территории. И Турция может в этом поддержать нас только политически. Вы знаете, и Украина поддерживает политически. Но если будут вмешательства, не дай бог, то это приведет к тому, что и Турция, я думаю, в этом будет участвовать. И война будет более масштабная. Есть мнение, что Пашинян человек Сороса. Если его убрать, то Россия вступит в действие в поддержку Армении. Как вы относитесь? Знаете, мне, честно говоря, без разницы, чей он человек. Человек Путина, человек Сороса и так далее. Я тоже, естественно, читал про это несколько мнений. Якобы хотят избавиться от него из-за этого. Но сегодня Путин есть, завтра его нет. Правильно? Мы сегодня, например, живем, завтра наши дети будут, да, как бы этим конфликтом заниматься, не дай бог, если он останется. Мы же никогда не откажемся от своих земель. Вот крымские татары, это unreal, да, как бы нереально, чтобы крымские татары когда-то отказались от своих земель, правильно? Да, это нереально, будут бороться. Да, мы все равно будем бороться и возвращаться на наши родные земли. Из-за этого, кто бы кого не поддерживал бы, кто-то какие-то планы не строил бы, все равно мы эти земли вернем. И это все должны понять. И вот мне, как азербайджанцу, я который раз это говорю, всегда мне стыдно было вот так ходить и понимаю, что мы даже не начали борьбу за свои земли. Ну, как мужчине, мне, как турку, как азербайджанцу, да, мне было всегда стыдно, что почему мы хоть ничего не делаем. Вот начнем воевать, пойдем, умрем там, в конце концов, но или убьем, или мы как с честью будем жить, или так сидеть, ждать. Мы все время ждали, верили в государство, правительство. И мы поняли, что мы не ошиблись. Вы готовы?
Конечно, мы уже объявляли об этом, что граждане Азербайджана, я гражданин Азербайджана, мы готовы в любое время, как только президент объявит полную мобилизацию, мы первым же делом поедем и будем защищать и выгонять этих бандитов, террористов из своей земли. Очень много азербайджанцев проживает и в Крыму. Вы с ними поддерживаете отношения? Готовы ли они в случае усиления конфликта? Знаете, честно говоря, те наши представители нашей организации, у нас всеукраинская организация, и в Крыму есть ячейки, те, которые тесно с нами работали и сейчас работают, они уехали оттуда. Они не захотели поменять свои паспорта. Дело не в цвете паспорта или в бумаге, вы сами понимаете. Они не хотели жить, вот как вам сказать, вот они говорят, что мы приехали в Киев, здесь живут, в других городах живут. Ну, хотя бы мы понимаем, что мы протестовали против аннексии Крыма. Они говорят, что мы не могли, как рабы, принять то, что нам просто как бы оккупанты пришли и сказали, что да, вы должны или паспорт получить, или уйти и так далее. Да? И они, многие ушли оттуда. Те, которые там остались, я вам честно скажу искренне, мы их не напрягаем в этом вопросе сейчас, что, ребята, вы знаете, что, чем это может там закончиться. А там же, если это, например, цивилизованное общество было бы, чтобы в суд подавать там и так далее. Я видел, что с активистами татар делали там. Вы понимаете, что это тоже... Но по поводу Крыма я вам скажу, что как только этот вопрос поднялся, наша организация провела здесь пресс-конференцию. И перед... Это был 2014 год. Да, 2014 год. Вы можете на YouTube посмотреть, даже трансляцию тогда записывали. И мы назвали тогда все своими именами. Сказали, что какой референдум? Любой человек понимает, что референдум – это с помощью референдума решаются два вопроса. Изменение в Конституции и изменение границ. Но в референдуме должны участвовать все граждане страны. То бишь, по поводу Крыма должны были и в Киеве голосовать, и во Львове голосовать. И также вот типа провели в Нагорном Карабахе референдум. Какой Нагорный Карабах может в себе провести эти военные сепаратисты, военные формирования, значит, референдум, если просто они захватили эти территории. И когда мы провели пресс-конференцию в 2014 году, я, значит, объявил следующую пресс-конференцию и призвал другие общественные организации, диаспорские, других народов имею в виду, чтобы поддержали нас в этом вопросе. И через день мы провели уже с 8 организациями вторую пресс-конференцию и высказали свое слово. Если лаконично сказать, мы сказали, что ни о каком самоопределении или референдуме не может идти речь. Все нужно называть своими именами. Это и есть оккупация. Конфликт Карабаха и Крыма похожи? Знаете, чем чуть-чуть отличается, да? В общем, естественно, похоже, да? Вот если смотреть, что на чужой территории создавать, значит, против международного права, да, требования международного права какое-то якобы государство. И никто его не признает, скажем, на нашей территории. И там же также это было, как я считаю, это оккупацией. Но разница в том, что с Карабаха выгнали всех азербайджанцев. Им не давали возможности, даже скажем, они бы не приняли это, не давали возможности, что, ребята, если вы остаетесь, вот вам паспорта, вы останетесь здесь и так далее. Их просто выгнали оттуда. С другой стороны, есть, знаете, есть страны-игроки, которые что-то решают. Возьмем там Россию, там, Турцию, да, которые могут повлиять на другие страны. Правителей там меняет, там, не знаю, на выборы вмешиваться, военные проблемы какие-то территориально создавать и так далее. Там воевать не так с обычными, скажем, да, маленькими государствами не так трудно. А если ты имеешь дело с таким государством, как, скажем, возьмем Россию, естественно, там не все так просто. И еще раз повторюсь, есть такое, что, например, эти страны где-то участвуют в другом регионе, в военных конфликтах и так далее. А есть, если они у себя
сразу на границе это все происходит. Я думаю, что придет время, когда во всех этих странах, в наша страна придет мир. Никто войны не хочет. Естественно, бывает момент, когда это неизбежно. Но я, например, тоже, как любой нормальный, адекватный человек, против войны. Также все народы против войны. А если у тебя на родине террористы ходят, бомбят твои мирных людей, население, у тебя другого варианта нет. А какой будет реакция Запада, как вы считаете, в Карабахском конфликте? Знаете, Запад всегда к этим вопросам относился с двойными стандартами. Да? Как? Почему это Западу выгодно? Потому что это инструмент влияния на страну. Естественно, все должны к ним идти и договариваться, что вот в этом вопросе поддерживайте нас и так далее. Но с этими же западными странами все государства мира объединились, создали международные организации, есть международные конвенции для этого, нормы международного права, которые во всех пунктах Азербайджан в этом вопросе прав и ждет справедливости. Ну, если, например, Макрон или кто-то с утра проснулся и дал какое-то заявление, я не думаю, что мы должны сидеть и ждать, пока Макрон поменяет свое мнение. У нас есть на это полное право, и мы будем освобождать свои территории. Западная СМИ может сегодня так показывать, завтра по-другому, но все, даже западные СМИ, все президенты знают, что территория принадлежит Азербайджану. За 27 лет ни одна страна мира, даже сама Армения, не признавала легитимность этих сепаратистов. Ну как такое может быть? Хорошо, если там, скажем, Запад что-то говорит, они же должны думать. Вот Запад говорит про Крым. Что они решают? То же самое. Но тоже ничего не решают. Они поддерживают территориальную целостность. Все. Да. И вот я думаю, что... Ну, реакции больше никакой. Я думаю, что Украина тоже придет время, вернет свои земли. Естественно, все правительства, да, во всех странах стараются это мирным путем решить, дипломатией решить. Но у вас 27 лет прошло. Да, но 27 лет для крымских татар это очень много. Да, иногда дипломатия переходит на такую, скажем, сферу, что там они ничего не решают. И только мы смотрим, как сопредседатели Минской группы пришли в Баку, шли туда, там какое-то заявление дали, вернулись сюда, этим не понравилось. Те условия меняют. Ну как у нас в стране в 21 веке, в наших странах, может быть статус-кво? Ну как? Сами же говорят, что статус-кво на Горном Карабахе неприемлем. Они уже 27 лет говорят. Организация Объединенных Наций. Очень для всех нас серьезная организация. Мы проводили, по-моему, ваше телевидение сюжет делало, проводили возле представительства ООН в Украине акцию протеста. Спрашиваешь, что у вас за организация, где и Армения есть, и Азербайджан, да, скажем, что вы дали 4 резолюции, приняли 4 резолюции, где написано, что Армения, не Армения, военные формирования должны освободить немедленно, без всяких условий, территорию Азербайджана. 27 лет это стоит на бумаге. Зачем? Тогда объявите, что вы серьезная организация. Объявите, что Армения не выполняет свои обязанности. Или мы, азербайджанцы, нам не нравится, мы специально это делаем. Что-то же нужно объявлять. Смотрите, тогда, кроме резолюций, которые остаются на бумагах в течение 27 лет, в течение энного количества лет, дипломатическим путем такие конфликты решить невозможно. Получается, нужно все равно всех... Любой замороженный конфликт приводит к войне. Да. Я очень желаю, чтобы мы на этой войне выиграли. Я себя считаю солдатом этой армии. И вы знаете, что очень много дезинформации сейчас в прессе, в основном российской прессе, и в Украине тоже есть. И мы боремся этим. У нас есть свой фронт, скажем, борьбы. И в этой отрасли тоже нужно готовиться, и Украине тоже, потому что
Информационная война очень важная на сегодняшний день, вы сами знаете. И для того, чтобы сами оккупанты, хотя бы народ понимал, что там происходит. Потому что я иногда слушаю вот выступления армян, я понимаю, что у них настолько вот это глубоко, как вам сказать, идеология, да, непонятная, да, как бы глубоко внесли в их мозги, что они только и думают, что все против нас. В тот день выступали, говорят, что мы среди мусульманских стран из-за этого. Так. Я говорю, слушайте, Украину, мусульмане территорию Украины, как называется, оккупировали. Причем здесь ислам, причем здесь религия. Если пошло на то, вы вообще там не могли бы как бы существовать. Снизу Иран, Турция, Азербайджан, правильно? То ли говорят, что там азербайджанская диаспора там вербует каких-то боевиков из Украины. Вот от нашего имени говорят. Имея в виду, что вот эта информационная война очень важна. И я считаю очень правильным шагом создания телеканала крымских татар в Киеве. И мы всячески должны друг друга в этом вопросе поддерживать и будем поддерживать. И наши земли должны освободиться от оккупации. Или мирным путем, если нет, путем, я думаю, иншаллах, будет такое время, когда скажут путем Азербайджана. Ну, пусть так будет, будем друг друга поддерживать. Вы знаете, Баку выстраивает позитивные отношения с украинским правительством, поддерживает территориальную целостность Украины, но вместе с тем, когда вступает в силу резолюции против России, Баку не стремится раздражать Российскую Федерацию. Почему? Если это было бы напрямую так, Баку бы, так как Армения поддержала бы аннексию, Баку свое официальное как бы, решение демонстрировал всему миру, что признает территориальную целостность Украины. Да, бывают моменты, когда в дипломатии, имею в виду, какие-то мелкие шаги делаются. Но, еще раз говорю, это смотря какие вопросы. По поводу территориальной целостности, Азербайджан всегда рядом с Украиной. И вот говорили по поводу поддержки Украины в этом вопросе Азербайджана, тоже говорили, что вот ни в коем случае не будет другой поддержки, только заявление о признании территориальной целостности. Я говорю, этого нам хватает. Этим украинские власти объявляют, что война идет на территории Азербайджана. Нам другой поддержки не надо. Ни Украины, ни Турции или ни других стран. У нас сил хватает для борьбы. Так что Азербайджан очень тесно сотрудничает и с Украиной, и с другими своими соседями. Но с Украиной особенные отношения у нас. Может быть, это... Я вам скажу, что это даже было до крымских событий. Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Мы суверенные государства и друг друга будем поддерживать. По поводу того, что как развиваться будут наши отношения, вы знаете, что на уровне президентов очень высокий уровень отношений. Кроме этого, недавно, можно сказать, до пандемии, президент Украины Владимир Зеленский был в Азербайджане. Очень хорошая встреча была. Были подписаны ряд документов, значит, договоров для развития экономической сферы, образовательной сферы и так далее. И мы работаем над этим. Мы как диаспора делаем все, что возможно для этого. Знаете, самое главное сейчас во время войны – это держать руку на пульсе, чтобы дезинформации не было, чтобы мы могли как минимум сохранить те отношения, которые есть. Развивать, естественно, это цель. А для этого нужна как бы работа и диаспоры, и телевидения. Вот, например, как вам по-другому сказать? Крымские татары не являются диаспорой, потому что это территория, где несколько там... Это коренной народ. Коренной народ. А мы здесь являемся диаспорой, так как это не наши коренные земли, да, как бы, имею в виду наши земли. Из-за этого у нас есть чуть разница в этом, да, как бы в действиях с крымскими татарами на территории Украины и Азербайджанской. Но мы всегда наших братьев, татаров крымских, всегда поддерживали, любили, будем также всегда рядом. И я думаю, что, может быть, нужно будет с диаспорскими организациями сейчас именно, когда это все актуально, проводить какие-то встречи, обсуждать эти вопросы. Будем этим заниматься.
А какое будет в дальнейшем, как вы думаете, отношение все-таки между Россией и Азербайджаном, учитывая то, что Россия все-таки склонна поддерживать Армению? Знаете, то, что в голове людей там происходит, ну, имею в виду, это я не могу сказать. Пока то, что видно, что хорошие отношения, и есть большой товарооборот, там есть азербайджанская диаспора, вы знаете, и между главами государств неплохие отношения. Вот так вот, да, как бы. Я не знаю завтра, что может быть. Понимаете, все может поменяться в одну секунду. Россия сейчас войдет в этот, например, скажем, не дай бог, если войдет в этот конфликт на территории Азербайджана, будет поддерживать Армению, совсем все по-другому будет. Или Россия покажет, что вот мы не вмешиваемся в эти вопросы, этим сохранит нейтралитет, например, по-другому будет, понимаете? Я не знаю, что дипломатия и, как вам сказать, эти отношения могут поменяться за день. Сейчас мы говорим, что Макрон вот так вмешивается в эти дела несправедливо и так далее. Если завтра Макрон скажет, что я вообще-то разобрался, вопрос не такой, может быть, с нашей стороны заявление другое будет. Но что бы ни поменялось, правда не меняется. И мы всегда за правду. И что бы ни поменялось, никогда Азербайджан, я думаю, не может пойти против территориальной целостности Украины. Что бы ни поменялось, если даже завтра, скажем, в этой войне, там, например, там, скажем, что поддержат те силы, которые против Украины, нас там, скажем. Но еще раз говорю, мы не нуждаемся в этом. Все равно не поменяется мнение азербайджанцев, азербайджанского государства, потому что есть правда, и мы всегда боремся за эту правду. Угу. Какой бы вы хотели видеть реакцию Киева? Сейчас? Да. Я бы как минимум хотел бы увидеть, например, то, что депутаты, политики, общественные деятели, они чтобы четко поставили свои, скажем, вот как они смотрят, да, на это, свою позицию. В смысле, вот они четко сказали, что да, наша территориальная целостность не поддерживает Армению. И как могут украинцы сегодня, некоторые украинцы, вообще за Армению выступать? Тогда, когда Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. То бишь, у меня есть территориальная проблема, есть друзья, государства, дружеские государства, да, братские, которые поддерживают меня в этом вопросе. А есть, которые против меня идут. Когда они воюют, я на чьей стороне должен быть? А иногда я читаю такие посты, например, каких-то деятелей, там, у кого-то, например, друг армянин. Мы с армянским народом не воюем. Мы воюем с сепаратистами и террористами на нашей территории. Так? И иногда такие вещи читаю или там, не знаю, в прессе вижу какую-то дезинформацию. Ради чего они могли это сделать? Это не то, что они против Азербайджана идут. Это предательство самой Украины. В таком сегодняшнем, да, как бы реальные события, которые происходят здесь, да, историческая проблема, территориальная проблема, да, территориальная. Как можно поддержать врага? Вот как я бы хотел, чтобы здесь все было. Угу. Как долго будет продолжаться конфликт? До полного освобождения или 7 территорий? Конфликт до полного освобождения. Но именно сегодняшняя война, я не знаю, как могут там остановить там, и так далее. Но конфликт у нас из-за территории. Если мы свои территории возвращаем, то какой конфликт? Угу. Естественно, мы не забудем то, что там с нашими мирными жителями делали. Вы знаете, в Хаджалах уничтожили целый город. Бывший президент Армении выступал и говорил, что да, мы это сделали, чтобы азербайджанцы поняли, что мы не шутим, чтобы другие испугались, другие районы освободили эти территории для нас. Мы это не забудем. Я вот фильм снимал про ходжалинский геноцид азербайджанцев в Хаджалах. Да? И поверьте, что месяцами после съемок этого фильма я не мог спать, когда я документальные видеозаписи смотрел. Как они обращались с пленниками, как они уничтожали мирное население. Естественно, мы это не забудем. Но может быть такое, что когда-то сторона Армении извинится за это, и мы как-то
сможем в будущем реагировать, потому что, ну, по-другому на это, потому что нам некуда идти, да, как бы с этого региона. Но я лично за то, что было, не знаю, как смогу простить их. Вот Я вас как? очень понимаю. Я вас очень понимаю, потому что мы в такой же ситуации. Я тоже не знаю, как это простить. А какие настроения у родственников? Что говорят, что ожидают? Весь народ в этом вопросе поддерживает, значит, Ильгам Алиева, главнокомандующего, потому что народ давно ждал. У нас возле военкоматов очереди. Вот что удивительно, что родители приводят своих детей, которые хотят идти добровольцами. И многих просто записали, и еще они в запасе ждут. Около 150 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Члены диаспоры в разных странах, граждан Азербайджана, они все готовы пойти и воевать. Потому что для нас, для азербайджанцев, жить с честью один день для нас выше, чем там 100 лет жить как бы без чести, да, вот, понимая, что твои земли оккупированы, ты ничего не можешь сделать. Вот это шанс для нас, для нации, потому что, вы знаете, 70 лет, более 70 лет, да, почти век, мы были под оккупацией в то время Российской империи, Советской империи. И вот все время хотели уничтожать у нас дух национальный внутри. Что бы они ни делали, вот приходит это время, когда этот дух появляется, заново возвращается. Но этот дух всегда был, ну, как бы вот не могли, как вам сказать, доказать это сами себе. Я даже другим не имею в виду, да. И я думаю, пришло это время, и что бы ни было, хоть мировая война начнется, азербайджанцы никогда не откажутся от этих земель. Это знают и другие страны, и каждый член как бы, нашего народа. И все в этом поддерживают, и президента, и все радуются. Да, мы не радуемся, что там кто-то погибает. Да, война есть. Всегда так было в истории, что есть те, кто воюет. Естественно, есть шахиды. Да? Наши шахиды, имеется в виду люди, мужчины, которые умирают за Родину. Так что мы настроены вернуть все свои территории оккупированные. У нас нет никаких претензий к территориям Армении, несмотря на то, что они создали государство на наших землях. Ну, мы уже это приняли. Вот. Думаю, что в Украине тоже есть сильный потенциал народа, есть очень высокий дух. Вот вы живете в Украине, да, вы говорили, а вот о духе говорили, что Да. есть дух борьбы. У нас тоже есть этот дух борьбы. Мы тоже готовы во имя Родины бороться, и мы уже боремся на протяжении уже не одно столетие. Скажите, а вот уже в этом году уже будет 7 лет войны. Вот вы здесь, вот этот дух, вот вы видите в Украине? Знаете, Украине что мешает? Что мешает? Вот вчера мне такой вопрос задали, интересный, на канале. Спросили по поводу тех, значит, людей, которые в Украине, политиков, даже политических сил, которые поддерживают, например, страну-оккупанта. Есть такие, вы знаете. И никому это не секрет, и они это не скрывают. Они спросили у меня, могут ли быть такие азербайджанцы в политике Азербайджана? Или могут ли быть вообще, вот это реально в Азербайджане, чтобы кто-то выступал и считал, и говорил, что Армения в этом деле права? Зная, что это не так, он выступал за какие-то политические амбиции свои, из-за того, что поддерживает, там деньги дают. Я сказал категорически нет. Это можно проверить даже, да, как бы посмотрев то, что было в Азербайджане. И я считаю этих людей предателями. А если мы у себя в стране, в обществе, их принимаем, этих предателей, и живем с ними, и среди нас есть предатели, которые не скрывают это, мы не можем победить. Для того, чтобы победить врага, нужно сначала победить внутри предателей, уничтожить. Я не имею в виду в прямом смысле там убить их и так далее. Ну, как может быть страна воюет с одной страной, и в этой стране есть политики, которые поддерживают оккупантов? Вот как такое может быть? И как эту войну выиграть? Это также, если часть военных, которые должны освободить эти территории, работают на врага. Вот как предатели. Например,
Не буду сейчас углубляться в этот вопрос, как без войны там забрали Крым и так далее. Понятное дело, тогда внутриполитические проблемы тоже здесь были. Но тогда все показало. Вот такие политики, как сейчас поддерживают их, такие же военные просто сдали эти территории. К сожалению. Да. Вернемся к ситуации в Украине, да, возьмем информационную политику и вообще все, что здесь происходит. Вот о происходящем. Вот что бы вы сказали? Конфликт замораживается? В Украине? Да. Он уже заморожен. Он уже заморожен. Конечно. Почему? В Азербайджане, я не как политик или эксперт это говорю, в Азербайджане как было? 27 лет. Иногда они стреляли, наши отвечали, там, не знаю, какие-то провокации были, мы их сажали на свое место, как говорится. Потом они говорили, те начали, мы говорили, они. Если вот так все продолжается, конечно, это замороженный конфликт. Какой конфликт и как туда вообще можно прикрепить слово «замороженное»? Конфликты замороженные не бывает. Конфликты просто долго длятся. Или сейчас война начинается, или после. И война сейчас идет. В информационной сфере война идет. Война – это не только то, что стреляют. В международных организациях президент Украины выступает, воюет с ними? Воюет. Например, внутри страны политики воюют за этого вопрос. Воюют, все говорят, новые законы принимают и так далее. Это тоже есть война. И она вовсе не заморожена. Просто ждет своей очереди. В этом страдает экономика страны, в этом страдает народ, который там жил. И это такой вопрос, что это ничем не компенсировать, знаете. Вот, например, скажем, что бы ни давали татарам, здесь, крымским татарам в Украине, сколько бы там зарплату не давали, пенсии бы не давали, квартиры бы не раздавали им, все равно это не компенсирует их нежелание вернуться в свои земли. Да, невозможно. А вы были в Крыму? Да. Когда? Какие у вас впечатления остались о Крыме? Я был там до аннексии 3-4 раза. 2 раза на отдых ездил. Помню, в Евпатории был, в Алуште там. А 2 раза ехал на мероприятия азербайджанской диаспоры. И всегда удивлялся красотой. И всегда думал, как повезло Украине, что есть такая земля, да, как бы Украина, территория. Но я вам скажу, что было время, когда я там, например, не побоюсь, скажем, сказать, что есть в этом вина украинской державы. Я помню, что я там и с татарами общался. Но на то время же никому в голову это не приходило, что такое вообще может быть. Но я помню, что там тотально покупали земли, отбирали землю татары, продавали русским. Имея в виду, что потихонечку Крым продавали на то время. Пусть никто на меня не обижается, я не помню, это было во время Ющенко там и так далее. Но жемчужину Украины нужно было сохранять в руках. Нужно было вот эти дни заранее видеть. Нужно было там и крымским татарам, и украинцам создавать такие условия, чтобы они там, вот знаете, с корнями держались. Они так сделали, что это была как общая доступная зона и для русских, и для других. Куда бы мы ни ходили, бизнесмены там, я помню, русские были там, в заведения ходили там россияне и так далее. И на то время они уже потихонечку сдавали как будто. Еще раз говорю, пусть никто не обижается, не думает, что я... Но я тогда чувствовал запах России там. И это привело к тому, что когда они просто, используя то, что внутри страны был этот, как бы такой период политический, да, просто вообще не затрудняясь загнали. Такую жемчужину, за которую империи воевали. Даже не боролись ведь. Да. Просто спели гимн и ушли. Да. Я думаю, что этот вопрос решится. Ну, когда? Для этого... Давайте о перспективах. Когда? 27 лет – это... Знаете, для того, чтобы решить этот вопрос полностью, нужно для начала сейчас в стране сделать все хорошо, да, в Украине. Вот Азербайджан чем сейчас отличился, да, среди других? В Азербайджане стабильность есть. В Азербайджане есть развитие экономики. Ну, конечно, есть здесь нюанс нефти и так далее, но это все было четко сделано. И мы
сейчас можем, например, сказать, что армянам, доказать тем армянам, которые там живут, что, ребята, у нас гораздо лучше, чем там, у нас гораздо лучше, чем в самой Армении и в других странах. То бишь вы не можете нам сказать, что у вас что-то не хватает, и мы вот не согласны этим. Наоборот, я думаю, умные армяне, которые на Горном Карабахе живут, они, видя это, даже должны хотеть в этой стране быть гражданином Азербайджана и жить, и развиваться, и счастливо жить, и расти своих детей. К чему я веду, что в Украине тоже нужно развивать, значит, этот вопрос. Есть здесь еще один нюанс. Вы знаете, что мне в политике Турции нравится, в внутренней политике? Когда есть какая-то, скажем, какая-то национальная проблема, да, имею в виду там с державой, ты не почувствуешь там, что это с оппозицией, это с правительства. Даже оппозиция, которая может использовать это против правительства, они все свои амбиции оставят, заморозят там и скажут, что мы за турецкое государство. Это же было, вы помните, против Эрдогана там несколько раз, там военный переворот. Я как вам сказать, очень, настолько мне это нравится, что очень хотел бы, чтобы в Украине так было. Когда в Украине, например, территория оккупирована, в других территориях Украины созданы сепаратические какие-то как бы образования, вместо того, чтобы объединяться этим, заниматься, все думают, как сделать, чтобы выбросить это правительство, быстренько поменять все, всех министров, все заново сделать, пока идет время и не в пользу Украины. Я думаю, что нужно внутри у людей в мозгах вот такая сформировалась такая идеология, чтобы они понимали, что для нас есть такие цели, которые стоят выше того, чем мы сейчас занимаемся. Тогда все будет хорошо. То есть нужно Украине еще нужно время сформироваться? Думаю, что да. Вот я на политическую атмосферу, да, скажем, там, смотрю, и аудитория меняется, как бы вот эти политические игроки меняются, те с этим объединяются. Никто не думает про самое главное. В Азербайджане что было, что все, когда вопрос Нагорного Карабаха стоял, все молчали и только работали над этим вопросом. Что бы ни было. Вот сейчас возьмите, мы как демократическая страна, естественно, да, у нас тоже могут люди, некоторые там против, например, политики президента быть, это нормально, да, как бы в стране там 10 миллионов. Кому-то что-то понравится, кому-то нет. Сейчас Нагорно-Карабахский вопрос, все до единого поддерживают главнокомандующего, все до единого ждут команду Алиева, чтобы пойти сражаться, поддерживать его. Я еще раз говорю, да, если объективно посмотреть, даже оппозиция тоже чувствуется, как настолько они поддерживают в этом вопросе господина президента, так как этот вопрос стоит выше всего. И пока в Украине вопрос Крыма и территории, да, как бы территориальной целостности не будет стоять выше всего, вот эти вопросы будут все. Hikmetбей, біз сізге жан жүректен миннетдармыз, çok sağ olunuz. Biz de Azerbaycan halkına daima destek göstermeye hazırmız ve siz için duacımız ve programımızın sonunda bizim vatandaşlarımızga, Kırım Tatarlarga ne etmeyi isterdiniz? Kırım Tatarları bizim canlarımızdır. Biz bir milletin nümayəndəsiyik, bir kökdən gələn millətlərik. Biz Türkük. Bizi birləşdirən həm millətimiz, həm dilimiz, həm dinimizdir. Biz Azərbaycanlılar Kırım Tatarlarını çox sevirik və canı qəlbdən arzu edirəm ki, diləyirəm ki, Allahdan biz Kırım Tatarlarını öz doğma diyarlarında, Kırımda xoşbəxt görək. Bunun üçün biz də əlimizdən gələni inşallah edəcəyik. Hər zaman Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılar, diaspor nümayəndələri, bütün Azərbaycanlılar Kırımlıların yanındadır. Allah Türkü qorusun. Amin. Amin. Çok sağ olunuz. Samimilik ile sizge sağ olunuz aytamız. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada programımızı yekünleyimiz. Hatırlatan programımızın misafiri, hukuk ilimleri doktorlu, Azerbaycan diasporasının reisi Hikmet Javadov olğan edi. Bizlerine daima seyretiniz, çünkü bizlerle daima meraklı.